Собственников имущества проверят. Об этом заявили в управлении Росреестра по Республике Башкортостан. Прежде всего идет поиск правообладателей на объекты недвижимости, которые оформляли документы до 1998 года. Обсудим тему подробно прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Алсу Кучербаева, заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости номер 4 управления Росреестра по Республике Башкортостан. Алсу Фатиховна, здравствуйте. Здравствуйте. Норма заработала с 29 июня 2021 года. В чем ее суть? Давайте с этого начнем, да, и каким образом будет осуществляться поиск правообладателей. В первую очередь, положение данного федерального закона направлено на то, чтобы выявить правообладателей, которые имеют объекты недвижимости в собственности и не успели их зарегистрировать. Точнее, даже не то, что не успели, а права у них возникли до 1998 года, и они не были внесены в единый государственный реестр недвижимости. Таким образом будет происходить инвентаризация всех объектов. Это касается и земельных участков, и зданий, и помещений. И, конечно же, приведет к актуализации сведений в ЕГРН, то есть в едином государственном реестре недвижимости. Каким образом будет идти поиск и какие рекомендации сейчас вы можете дать людям? Может быть, они даже не подозревают, да, что им нужно заявить о себе и об объектах недвижимости. Ну, в данном случае этот федеральный закон, он и подразумевает, что данным вопросом будут заниматься органы местного самоуправления. То есть они будут выявлять данных правообладателей, выявлять объекты, ранее учтенные, и таким образом, естественно, будут направлять сведения в Росреестр, а Росреестр уже будут вносить их в единый государственный реестр недвижимости. Зачем вообще нужно проводить эту работу? Ну, данная работа, она для чего? Во-первых, выявить правообладателей, конечно же, пополнить сведения в базу единого государственного реестра недвижимости и, конечно же, каким-то образом обезопасить имущественные права тех правообладателей, которые на сегодняшний день еще имеют права, но не зарегистрированы у нас в Росреестре. Угу. Вы уже отметили, что муниципалитеты будут заниматься поиском, да? Каким образом будет происходить вся процедура? Ну, процедура, она будет происходить таким образом, поэтапно. Во-первых, орган местного самоуправления на основании своих архивных данных также будут направлять запросы в соответствующие органы. Ну, например, это будут органы внутренних дел, это будут органы ЗАГС, это будут нотариусы, это будут органы БТИ, которые располагали сведениями о правообладателях до 1998 года. После того, как они выявят, направят нам информацию в Росреестр. И таким образом мы на сегодняшний день Росреестр, так как говорится, внесем данные сведения. Алсу Фатиховна, а вообще большой объем вот этих объектов недвижимости, которые оформлялись до 1998 года? На сегодняшний день по Росреестрам уже есть перечень, он сформирован, направлен в муниципалитеты, и порядка 560 тысяч объектов, которые еще не внесены в ЕГРН. Давайте обсудим сторону вот именно для граждан, да? Нужно ли им присутствовать, когда будет идти опись и оформление документов вот непосредственно земельного участка, да? Нужно ли платить какие-то пошлины, либо еще какие-то взносы? Ну, данные мероприятия вообще не направлены для того, чтобы привлекать граждан к этому участию, потому что орган местного самоуправления, если поэтапно мы разделим их движение, так скажем, да, они в первую очередь собирают информацию на основании тех данных, которые у них есть в архиве, делают соответствующие запросы в органы в соответствии с федеральным законом, затем выявляют данных правообладателей, осматривают объекты недвижимости. В случае, если выявляется, что объект недвижимости был уже снесен, либо прекратил свое существование, конечно же, орган местного самоуправления самостоятельно теперь будет направлять заявление в Росреестр о прекращении данного объекта недвижимости, то есть исключаем процедуру, когда надо будет собирать какие-либо документы, а здесь более упрощается процедура по тому, чтобы прекратить действие объекта, да,
ЕГРН. Следующий этап у нас будет состоять в том, что орган местного самоуправления будет подготавливать проект решения о выявленных правообладателях. Данный проект будет размещен у них на интернет-сайте, а также иных доступных средствах. Вот. И, конечно же, будет направлено сведения о выявленных правообладателях самим правообладателям. Это будет либо личное вручение данного проекта, либо письмом заказным. И в последующем, если в течение 45 дней не поступит возражение от выявленного правообладателя, уже орган местного самоуправления вынесет уже окончательное решение и направит заявление о выявленном ранее учтенном объекте и выявленном правообладателе к нам в Росреестр. А Росреестр, естественно, уже внесет эти сведения в единый государственный реестр недвижимости. Если сроки будут нарушены, вот эти 45 дней, можно ли затем оспорить каким-то образом вот эти сведения? Ну, оспорить в любом случае можно быть, но здесь хотелось бы еще отметить, что на сегодняшний день выявленные правообладатели, они могут не беспокоиться о том, что у них возникнут права помимо их участия. В данном случае закон намеренно идет на то, чтобы выявить только правообладателей на ранее учтенные объекты недвижимости. То есть без гражданина какие-либо права регистрироваться в Росреестре не будут. У нас так и остается заявительный характер. И, конечно же, хотелось бы отметить, что ранее возникшие права – это юридически действительные права за гражданами. И еще немаловажный момент, что граждане самостоятельно должны обратиться за возникновением своего права в Росреестре. И еще немаловажный момент, что с 1 января 2021 года госпошлина за государственную регистрацию права по ранее возникшим правам не оплачивается. А сколько она до этого составляла? 2000 рублей. Ну, экономия тоже существенная. Да. Что касается налогообложения, стоит ли здесь ожидать повышения? Ну, налогообложение мы тут тоже не можем говорить, что как-то повлияет на граждан, потому что все сведения, которые располагают о ранее возникших правах, были уже направлены соответствующими органами до 1998 года, то есть гражданин, даже по которому выявлены будут права, он в любом случае их уже оплачивает. Здесь именно цель для актуализации сведений в Государственном реестре недвижимости, и в последующем, если у граждан возникнет право обратиться за государственной регистрацией, естественно, уже он, обратившись в МФЦ с заявлением о государственной регистрации права, зарегистрирует свое право в соответствии с действующим законодательством. Алсу Фатиховна, ну вот какие сложности могут возникнуть у гражданина, если данные о нем как о собственнике не внесены в ЕГРН, да, и хотя ранее он все оформлял надлежащим образом? Ну, на сегодняшний день каких-либо последствий у гражданина все равно не возникают. То есть еще раз хочу подтвердить то, что законодательством предусмотрено, что ранее возникшие права, они признаются действительными. Единственное то, что если гражданин в случае каких-либо жизненных ситуаций, допустим, по отчуждению своего недвижимого имущества, либо передаче в дар, либо иные действия, которые он хочет произвести со своим недвижимым имуществом, ему в любом случае необходимо будет обратиться через органы многофункциональных центров, да, и зарегистрировать свое право. Если какая-то горячая линия, куда можно обратиться, вдруг у телезрителей остались еще вопросы, с чего начать? Ну, любые вопросы можно задать как в порядке консультирования в Росреестр. Все телефоны указаны на сайте Росреестра. Все, спасибо вам большое. Алсу Кучербаева, представитель управления Росреестра по Республике Башкортостан, была гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. И мы говорили о том, что сейчас идет поиск правообладателей на объекты недвижимости, которые оформляли документы до 1998 года. И эта информация актуализируется, поэтому нужно информацию эту также для себя знать и проверить ее в Росреестре. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с БСТ.